Насчет конфискации, это, конечно, я не могу понимать, не могу воспринимать, потому что в Конституции там прописано четко и ясно, что частная собственность, она гарантируется, да, гарантируется защита со стороны государства, это во-первых. А во-вторых, насчет спонсорства, знаете, есть простая логика. Если бы, наш президент был бы рядовым гражданином, они бы дали бы эти средства или нет? Вот такой простой вопрос. Поэтому, когда я работал в таких должностях, всегда старался объяснить своим: пожалуйста, не надо подарить какие-то подарки в день рождения, в праздник, потому что это отношение к определенной должности, а не к человеку. Вот, например, я ушел с той должности, с тех пор тебе даже не звонили. Вот такой подход. Вот поэтому здесь все-таки есть вопрос этики, такой большой вопрос есть, но тем не менее, имеем того, что имеем. Пусть работают эти средства во благо народа. А конфискация все равно это только суд, больше никак. Да, но министр экономики Данияр Амангельдиев говорит, что судов никаких нет, и учредитель АЮ добровольно передает заводы. Это другое. Добровольно, принудительное. В принципе, наверное, скорее всего, какая-то задолженность образовалась, большая сумма. И, скорее всего, пришли к соглашению, чтобы передать погашение этой суммы. Так, хорошо. Вот. А два банка поддерживают фонд президента? Так скажем, это, наверное, не совсем хорошо. Вот. В нашей ситуации, наверное, все средства хороши. Когда-то, вы помните, да, после революции в 17-х годах приходили, конфисковывали в доход государства для народа. Но если это во благо и, в принципе, здесь нет коррупционных схем, наверное, это не совсем плохо. Но, в принципе, я думаю, такие вещи, наверное, не надо оглашать, потому что будут всегда какие-то мнения, какие-то сомнения в этом. Если выяснится, что вне судебного решения было принято решение о национализации этих заводов, то, соответственно, конечно же, это вызывает очень много вопросов. И это своего рода ящик Пандоры, потому что в любом государстве, вообще в мировой практике, частная собственность – это такой незыблемый вопрос, и стараются всегда защитить интересы собственника. Если в данной ситуации не было соответствующего судебного решения, если не было решения со стороны самого собственника, то, конечно же, это будет вызывать очень много в последующем вопросов и последствий. И другое есть мнение, что якобы добровольно было передано. Но насколько это добровольно, тоже надо выяснить. Вот. А что касается второй части заданного вами вопроса относительно финансирования государственных направлений, мы знаем, что есть и в других государствах, и раньше была практика, когда есть действительно добровольное желание меценатство, есть такое слово, понятие меценатства. Если человека достаточно много средств, и он считает для себя возможным или где-то по каким-то моральным вещам целесообразным оказание содействия обществу, в части, например, строительства каких-то социальных объектов, то это только приветствуется. Но здесь, опять же, надо смотреть на то, чтобы это не было связано с очень сейчас модным словом кустуризация в нашем обществе. Если это, конечно, в добровольно-принудительном формате, то это не совсем хорошая практика, потому что двигателем в нашем государстве экономики является именно частный бизнес. Не государственные корпорации, которые не показывают свою эффективность абсолютно. Поэтому единственным возможным и эффективным, скажем так, драйвером пополнения бюджета является именно частный бизнес. И кошмарить бизнес, это означает, что будет в последующем
последствия, связанные с тем, что будет торможение экономики, соответственно, будет стагнация, стагнационные процессы, и будет негативное влияние. Негизи аю боюнча биз дагы только интернеттен угуп калдык. Буга чейин аю компаниясы менен соттошкон же болбосо соттошуп ушундай бир процесс жүрүп атканын эч кандай уккан эмеспиз. Бирок аю мамлекеттик ишканага мамлекетке өттү депчи. Аю ишканасы мамлекетке өттү дегенди биз дагы угуп бул жерден таң калып калдык да. Негизи мен ойлойм, мен бунун чындыгын сөз түрдө Шаршанбек Абдыкаримович өзү айтыш керек го дейм. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү ал ооруп жатат деп кабарыбыз бар да. Ошондуктан канчалык өздөрү бергенин же болбосо мамлекет тартып алганын, мамлекетке өткөнүн бир гана ошо киши гана айтып берет го деп ойлоп жатам да. Насчет первого вопроса, честно говоря, я тоже сам в недоумении, потому что я тоже также читаю вот в вашем новостном портале и в других новостных порталах. Ну, раз так решили учредители, им же не скажешь, правильно, по-другому. Ну, честно говоря, что там происходит, да и как, мне не совсем известно. Я думаю, что время пройдет, и нам всем будет более, подробнее расскажет про эту ситуацию, да. А вот насчет второго, вы знаете, у банков, у них же как, прибыли же очень хорошие, вы сами понимаете, у них есть депозиты, есть кредиты. Кредиты сейчас у нас в государстве очень высокие ставки, да. Но это понятно, связано с Нацбанком, они же устанавливают ставки, но тем не менее у них очень хороший заработок, и раз они хотят помочь, почему бы и нет? Ради государства же, во благо государства все это же делается, же не во благо какого-то человека или там карман кому-то же не уходит же. Да, но они могли бы вносить в бюджет эти средства, а не в фонд президента. А фонд президента и бюджет это же одно и то же, все равно же фонд президента же не на свои какие-то личные же там тратит деньги, это же обратно же в интересах государства же уходят же эти деньги же.